Коллеги, ну, первый вопрос – это организационная технологическая схема нашего с вами взаимодействия. Значит, во-первых, хочется выразить благодарность того, как мы с вами оперативно отработали первый этап мониторинга. Я понимаю, что на региональном уровне эти вопросы решаются не всегда просто, потому что у вас большая распределенная сеть, вам надо эти данные собрать с муниципалитетов, и поэтому мы понимаем, да, о том, что сроки необходимо продлять. Поэтому уже на сегодня, значит, сейчас представлены сроки проведения второго этапа мониторинга. Вы видите, что до 25 числа региональные координаторы должны внести данные в вопросные формы. Скажу сразу, что таких форм 2, они уже сегодня опубликованы у вас в системе, мы их более подробно рассмотрим в следующих выступлениях. Значит, и срок заполнения данных – это 25 октября. Коллеги, обрабатывать и анализировать данные мы планируем в течение месяца до 25 ноября и предоставим результаты до 30 ноября 2022 года, после того, как вы их заполните. Значит, у нас есть федеральные операторы, вы знакомы с нашим координационным центром, но я еще раз остановлюсь сегодня для тех, кто вновь прибыл в нашу команду. У нас есть команда региональных координаторов, это вы, наши замечательные коллеги, которые организуют заполнение форм для сбора данных, проверяют корректность внесения, сотрудничают с нашими федеральными операторами и при необходимости вносят определенные коррективы в те данные, которые предоставляются. Коллеги, сейчас на слайде обновленная информация по поводу координационного центра. Мы постарались ничего не менять, оставить тех же координаторов с уровня федерации, которые будут с вами сотрудничать. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, есть контактные данные наших специалистов, это и адреса электронных почт и телефонов. Вы можете обращаться, коллеги, 24 часа на 7. Ну, желательно, конечно, в рабочее время. Значит, дальше, коллеги, у нас есть форма обращения регионального координатора, и многие, почти все по ней именно и обращались. Вы должны указать, кому вы пишете, тему вашего обращения, у вас технический вопрос, содержательный вопрос, да, по какому направлению, указать субъект Российской Федерации, свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование организации, адрес, телефон, адрес электронной почты или номер телефона, для того, чтобы мы могли с вами оперативно что-то уточнить и быстро решить вопрос. Это нужно только для того, чтобы оперативно с вами сотрудничать вот в таком вот дружественном ключе, оперативно. Коллеги, представлена блок-схема, мы ее уже с вами рассматривали на первом этапе, всем знакомы действия, кроме тех, кто вновь к нами присоединился. Поэтому, смотрите, коллеги, до сегодняшнего дня мы получали письма от тех субъектов Российской Федерации, где были обновлены, ну, скажем так, региональные координаторы. Дальше, коллеги, повторюсь, до 25 октября мы должны заполнить форму на региональном уровне. Все это время вы взаимодействуете с нашими федеральными операторами, вы видели контакты. Для того, как только вы заполняете форму, вы сообщаете, федеральный оператор подключается, с вами согласовывает те данные. Если необходимо внести корректировку в форму мониторинга, то мы открываем, как правило, не в течение 3 дней, а практически сразу, оповещаем вас, вы вносите необходимые изменения, снова согласовываете их с федеральным оператором, и таким образом мы делаем до тех пор, пока форму, значит, не согласовали. Как только мы ее согласуем, мы ее утверждаем, и все эти данные ваши передаются на обработку и анализ этих данных. Но, как я уже говорила, 30 ноября мы планируем, значит, данные уже обработать и представить в качестве аналитического отчета. Таким образом, коллеги, у нас с вами, значит, срок чуть больше месяца, поэтому я надеюсь, что мы все с вами должны успеть и качественно отработать. Ну а теперь, коллеги, я предлагаю перейти к вопросу содержательному, к тому вопросу, по которому мы с вами рассмотрим непосредственно ключевые направления и показатели второго этапа мониторинга готовности и реализации в ГОС. Итак, Светлана Николаевна Пономарева, заведующая Центром методических разработок, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Ольга Ильинична. Коллеги, я кратко остановлюсь на тех направлениях и показателях, которые положены в основу второго этапа мониторинга. Коллеги, акцентирую ваше внимание на том, что в рамках второго этапа, как Ольга Ильинична уже отметила, предусмотрено заполнение двух форм. Это форма мониторинга реализации обновленных в ГОС начального общего и основного общего образования. Данные в нее вносятся по состоянию на 25 октября текущего года. И форма мониторинга деятельности субъектов РФ по формированию функциональной грамотности школьников. Обратите внимание, коллеги, данные в эту форму вносятся по итогам работы за прошлый 2021-2022 учебный год, то есть по состоянию на 31 августа 2022 года. Итак, коллеги, в рамках второго этапа мониторинга реализации в ГОС выделено 5 ключевых направлений. Коллеги, аналогичные направления были выделены и на первом этапе, однако показатели некоторых направлений претерпели незначительные изменения. Далее, коллеги, я остановлюсь на каждом из направлений и его показателях подробнее. Показатели первого направления мониторинга реализации в ГОС остались неизменными. Сбору подлежат количественные данные о фактическом переходе школ на обновленные стандарты в разрезе параллелей классов. В части организационно-управленческого обеспечения реализации в ГОС на втором этапе мониторинга анализу подлежит информация о рассмотрении на совещаниях с муниципальными органами управления образованием вопросов реализации обновленных стандартов. В рамках данного направления планируется также изучить региональные планы субъектов о проведении в муниципальных системах образования мониторинга реализации обновленных в ГОС в случае планирования проведения такого мониторинга в принципе в регионе. Значение показателей данного направления – это «да», «нет» и загрузка файла. Информацию о консультационно-методическом обеспечении реализации в ГОС планируется получить через материалы о проведении региональными методическими центрами соответствующих семинаров и консультаций для педагогов, о включении в планы региональных методических служб, предметных ассоциаций педагогов и учебно-методических объединений разного рода методических мероприятий, которые посвящены актуальным вопросам реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с обновленными стандартами. Значение показателей данного направления «да», «нет», загрузка файла и ссылка. Показатели направления кадрового обеспечения не изменились, так же, как и не изменились требования к их заполнению, поэтому, коллеги, не буду подробно на них останавливаться. Ну и, наконец, показатель пятого направления мониторинга – это информационное обеспечение реализации обновленных в ГОС. Он включает в себя один показатель, предполагающий актуализацию сведений о ходе реализации обновленных стандартов на сайтах региональных министерств образования. Значение показателей «да», «нет» и ссылка. Таковы, коллеги, показатели формы мониторинга реализации обновленных в ГОС. Далее перейдем к форме мониторинга деятельности субъектов РФ по формированию функциональной грамотности. Повторюсь, коллеги, что информация в данную форму вносится за истекший 2021-2022 учебный год. Форма содержит 3 направления, которые были положены в основу типового плана мероприятий по формированию функциональной грамотности в сентябре прошлого года. Итак, коллеги, какие же показатели отражают каждое направление в рамках мониторинга в данной форме? Направление организационно-управленческая деятельность представлена 3 показателями, отражающими деятельность управленцев, региональных методических служб, предметных ассоциаций педагогов и учебно-методических объединений по решению проблемных вопросов и оказанию соответствующей помощи педагогам и школам, а также, коллеги, информационную деятельность
региональных органов управления образования в части просвещения общественности в вопросах формирования функциональной грамотности. Возможное значение показателей в данном направлении – да, нет, загрузка файла и ссылка. Направление работа с педагогами и образовательными организациями предполагает внесение данных по 4 показателям. Первый показатель отражает долю учителей общеобразовательных организаций, работающих на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования, прошедших в 2021-2022 учебном году соответствующее повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Значением показателя является число, округленное до целого, без символа процент. Обеспечение методического сопровождения педагогов по направлению функциональная грамотность отражено следующими 3 показателями. О проведении для учителей разного рода методических мероприятий регионального уровня, о функционировании регионального информационно-методического портала для педагогов или отдельной страницы или раздела на сайте с целью публикации на нем различной информации по функциональной грамотности, о подготовке на уровне региона разного рода материалов методической направленности в помощь педагогам по вопросам функциональной грамотности. Значение для данных показателей «да», «нет» и ссылка. Показатели 3-го направления мониторинга отражают деятельность субъектов по организации работы с обучающимися. Все 3 показателя, представленные на слайде, связаны как с проведением в регионах исследований функциональной грамотности школьников, так и с организацией различных массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе на базе образовательных центров «Точка роста», IT-Куб и «Кванториум». Значение показателей «да», «нет» и ссылка. Коллеги, обе формы 2-го этапа мониторинга уже доступны для заполнения в АИС «Мониторинг в ГОС». Логины и пароли доступа в личные кабинеты региональных координаторов вы уже имеете. Мы отправляли их в ваш адрес в ходе 1-го этапа мониторинга. Напомним, что все инструктивные, аналитические и иные материалы, в том числе и рекомендации по заполнению показателей 2-го этапа мониторинга, уже размещены на странице мониторинга на портале «Единое содержание общего образования». Ссылку на эту страницу мы сейчас продублируем в нашем чате в ходе трансляции. Мы также, коллеги, готовы ответить на ваши вопросы, дать консультацию по телефону и электронной почте. Контакты сотрудников нашего координационного центра с распределением по субъектам представлены в соответствующем разделе страницы мониторинга. И надеемся, коллеги, на плотное продуктивное сотрудничество. Мы уверены, что мониторинговые процедуры 2-го этапа пройдут также слаженно и без сбоев, как на 1-м этапе. Коллеги, благодарю всех за внимание. Спасибо. Светлана Николаевна, спасибо за ваше выступление. Коллеги, мы видим, поступают вопросы. Спасибо, мы в конце к ним вернемся. А сейчас я хочу передать слово Галине Валентиновне Головичер, старшему научному сотруднику Центра методических разработок нашего института. Галина Валентиновна остановится уже непосредственно на заполнении форм. Галина Валентиновна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Ольга Ильинична. Я не вижу презентацию. Итак, коллеги, добрый день. Мы сегодня более подробно остановимся на заполнении формы, 2 форм 2-го этапа мониторинга готовности и реализации обновленной в ГОС начального основного общего образования. В личных кабинетах, доступ к которому вы уже получили, а вход в него осуществляется по ссылке, вы видите справа на экране. При входе вы увидите 2 формы, которые необходимо заполнить до 25 октября. На сегодня первый вход, статус ваших форм ожидает заполнения. Статус форм может меняться, то есть это может быть
как сохранен черновик, согласована, отклонена экспертом на экспертизе. Вот сейчас более подробно о всех статусах мы просто поговорим. Итак, Светлана Николаевна подробно рассказала, какие разделы, вот эти две формы вы видите на экране, и разделы, которые они включают для заполнения показателей. Обязательные поля обозначены красной звездочкой. Информация, ну, я думаю, это для тех, кто еще не работал с нашей автоматизированной системой, вносится вот в эти пустые окошечки. То есть, а какая информация? Она может быть как числовая, то есть вводится число, либо это чекбокс, когда поле дает возможность выбора значения, ну, у нас только это да или нет. Либо это ссылка, и мы просим публиковать ссылку на действующие ресурсы, потому что, когда вы сдаете эксперту свою форму на экспертизу, то все ссылки проверяются. И в этих формах есть возможность прикрепить файлы в формате PDF. Формат не только PDF, может быть любой другой формат, но мы просим, чтобы информация или эти файлы были не более 10 мегабит. Так, следующее. Ну, давайте посмотрим. Вот эти числовые поля, как они сформулированы и как их заполнять. Итак, например, запрашивается количество или общее количество по какому-то направлению. Например, общее количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего или основного общего образования. Вводится просто числовое значение. Или, допустим, запрашивается подтверждение либо опровержение выполнения какой-то работы. Ну, например, разработан или утвержден региональный план проведения мониторинга и реализации в ГОС. Здесь выбирается либо да или нет. Если выбор в этом поле выбирается, например, да, то чаще всего следующее поле будет либо это ссылка, либо подтвердить документом. Так вот, ссылка запрашивается, например, ссылка на материалы о проведении региональным методическим центром семинаров по вопросу ведения и реализации обновленной в ГОС. Коллеги, ссылка должна быть именно на тот ресурс, где мы увидим ответ на этот вопрос. То есть если служба проводит семинары, значит вот на эту страницу, где опубликована информация о семинарах, и должна быть рабочая ссылка. Если запрашиваться предоставить документ, например, документ с планом работы региональной методической службы, тогда объемом не более 10 мегабайт предоставляется документ, то есть вы его просто прикрепляете в этом поле. При работе с формой, и с той, и с другой, у нас их две, значит, можно прервать работу, допустим, начинаете заполнять, нет какой-то информации, и вы хотите приостановить работу. В этом случае свою форму вы должны сохранить как черновик. То есть вот вы видите на экране как черновик, и тогда статус этой формы сохранена черновик, поменяется. Если форма готова, полностью заполнена, проверена, и вы уверены, что вся информация качественно занесена в эту форму, вы можете отправить на экспертизу. Но обращаем внимание, на экспертизу отправляется форма в том случае, если заполнены все поля. Если какие-то поля остались незаполненные по какой-то причине, значит, эти поля высветятся розовым цветом, когда вы попытаетесь эту форму отправить. И еще хочется обратить внимание, что когда вы отправили форму на экспертизу, она для вас уже закрывается на этот период, когда идет экспертиза, и внести какие-то дополнения, изменения в форму у вас не получится. После того, как эксперт, федеральный эксперт, проведет проверку вашей формы, всех ссылок, документов, достоверность тех цифр, где это возможно проверить, которые вы внесли, переводит в статус либо подтверждение, тогда вот у вас в нижней части экрана вы видите подтвержденные опросники и дата, когда согласована, подтверждена экспертом, указывается уже в статусе. Если эксперт отклонил по какой-то причине форму, то есть либо не все заполнено, либо некорректно, либо не работают ссылки, тогда эксперт с вами связывается, переводит форму в статус «отклонена экспертом», и у вас есть возможность внести изменения в эту форму, снова проверить и снова отправить на экспертизу. Но вот это алгоритм действий,
регионального и федерального экспертов. Ольга Ильинична очень подробно на нем остановилась. В принципе, вот об этом я сейчас тоже проговорила. Поэтому, если вам эта блок-схема как-то поможет в работе, мы будем очень вам признательны. Благодарим за внимание. Если какие-то у вас возникнут вопросы, пожалуйста, в любое время можете обращаться, и мы открыты к сотрудничеству. Спасибо. Галина Валентиновна, спасибо большое. Коллеги, мы, в принципе, рассмотрели 3 этих ключевые вопроса, которые были заявлены, ну и видим вопросы, которые поступают. Значит, при заполнении форм можно ли пользоваться методическими рекомендациями, которые разработаны для первого этапа? Коллеги, разработаны методические рекомендации для второго этапа. Светлана Николаевна показывала ссылку. Ссылку мы также опубликовали сейчас в чате, поэтому используйте, пожалуйста, методические рекомендации, которые разработаны для второго этапа. Светлана Николаевна сейчас ответит на вопросы по показателям именно. Светлана Николаевна. Коллеги, поступил вопрос относительно расчета доли педработников, тех, кто прошел повышение квалификации по вопросам формирования оценки функциональной грамотности. Я уже это озвучила в своем выступлении. В расчет мы включаем учителей начального общего, основного общего и среднего общего образования, не учитываем педагогов, психологов, логопедов, дефектологов и так далее. В рекомендациях по заполнению показателя это прописано, коллеги. Еще вопрос есть о возможности ввода несколько ссылок в показателях. Да, такая возможность имеется. Вы можете внести несколько ссылок через запятую, через пробел, через точку с запятой, не принципиально. Так, на следующий вопрос Ольга Ильинична тоже ответила про рекомендации. Есть специально разработанные для второго этапа. И поступил вопрос, если в регионе утвержден план введения обновленных в ГОС, в котором имеется раздел по проведению мониторинга, в том числе и по введению системы мониторинга. Да, коллеги, этого документа будет достаточно. Коллеги, ну вот пока вопросов больше нет, да, вот на вкладочке вопроса мы смотрим. Поэтому, поскольку вопросов больше нет, коллеги, тогда предлагаю закончить нашу с вами такую оперативную встречу. У вас имеются наши контакты. Пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. Мы с вами на связи. Готовы с вами отработать любой вопрос. Запись будет, коллеги, она будет опубликована в нашем разделе. Ссылка у вас есть, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Ну и к нам, мы готовы с вами сотрудничать. И еще раз, коллеги, большое вам спасибо за такую профессиональную позицию, за взаимодействие оперативно. Желаем вам всего доброго. До встречи, коллеги.